В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Самолет МЧС России приземлился в Оренбурге, где ситуация с прохождением весеннего паводка остается напряженной. В регионе от воды освободились 1900 жилых домов. В Якутске прошло заседание межведомственной комиссии по приграничной политике. Между республикой и пограничными структурами более 3 лет существует соглашение о добровольных дружинах. В Якутии впервые начали проводить эндоскопические операции на позвоночнике. В рамках модернизации в этом году поступило новое оборудование. Отличная возможность обсудить планы на будущее. В Нерюнгри стартовал межрегиональный патриотический слет. Новые комбинации и приемы на поле. В Якутске дает мастер-классы прославленный тренер Алексей Лунин. Самолет МЧС России приземлился в Оренбурге, где ситуация с прохождением весеннего паводка остается напряженной. В регионе от воды освободились 1900 жилых домов и более 2000 приусадебных участков. В Орске продолжает снижаться уровень воды. За сутки показатели уменьшились на 44 сантиметра. Вода ушла еще из более 800 домов. На освободившихся от воды территориях уже проводятся аварийно-восстановительные работы, разбор завалов и вывоз мусора. Особое внимание уделяется санитарной обработке домов и участков. В районе Оренбурга уровень воды за сутки вырос. Для снижения последствий прохождения паводка, защиты жилых домов и хозподстроек от весеннего половодья проводятся мероприятия по инженерной защите, развернутые водоналивные дамбы. Неравнодушные якутяне продолжают сбор гуманитарной помощи для жителей, пострадавших от наводнения населенных пунктов в Оренбургской области. Ежедневно горожане приносят комплекты постельного белья, подушки, одеяла, средства гигиены и многое другое в пункт сбора помощи в Доме профсоюзов по адресу Курашова, 24, кабинет 405. Сегодня свой вклад в помощь оренбуржцам внесли волонтеры Победы и члены движения «Серебряные волонтеры», которые принесли товары первой необходимости, одежду и продукты питания. Вся собранная помощь будет отправлена в пострадавшие районы в ближайшее время. Мы услышали от «Единой России», что был потоп в Оренбургской области и решили помочь. Мы всегда приходим на помощь пострадавшим, кто едет за республику на лечение, и пострадавшим от стихийных бедствий всегда помогаем, пожар и потоп. Много чего, и свою постоянную помощь оказываем. В такие трудные моменты нельзя оставаться равнодушным. Нужно помогать друг другу, нужно помогать, получается, нашим братьям. Хотелось бы призвать всю молодежь нашей республики, все подрастающее поколение, активную молодежь, чтобы они присоединялись к подобного рода акциям, в том числе именно и в данной акции, чтобы проявляли свою неравнодушность. 12 апреля в Якутске и его окрестностях, в Горном, Мигино-Кангаласском, Намском, Хангаласском, Усть-Алданском, Татинском, Чурапчинском, Амгинском, Тампонском и Аймиконском районах ожидается порывистый ветер до 15-18 метров в секунду. В Кобяйском, Устьянском и Верхоянском районах до 16-21 метра в секунду. МЧС России напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности и просит быть внимательными на улицах и дорогах. К другим темам. В Якутске задержаны подозреваемые в незаконных организациях и проведении азартных игр. По данным следствия, мужчины, действуя в составе организованной преступной группы в период с августа 23 по апрель 24 года, незаконно организовывали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования в Якутске. Как полагает следствие, подозреваемые заключали с владельцами торговых точек договоры об аренде игровых терминалов, с которых получали нелегальный доход. Во время обысков по местам проживания подозреваемых изъяты 25 игровых терминалов, ключи от них, средства связи, компьютерная техника, электронные носители информации, банковские карты и денежные средства. Незаконная деятельность была пресечена во взаимодействии следственных органов Следственного комитета России с отделом по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД Республики при силовой поддержке бойцов спецназа Росгвардии. Изъято игровое оборудование, а также иные предметы, имеющие значение для следствия. Мужчины задержаны. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.
В Якутске прошло заседание Межведомственной комиссии по приграничной политике. Между республикой и пограничными структурами Федеральной службы безопасности более 3 лет существует соглашение о создании в 5 приграничных районах добровольных пограничных дружин. Члены дружины помогают пограничникам в охране границ Российской Федерации, а также в поисках людей, незаконно пересекающих границу. Сейчас же рассматривается вопрос о возможности премирования и предоставления льгот для членов добровольных народных пограничных дружин. Основные вопросы сейчас у нас касаются поддержки добровольных дружинников, которые работают в районах, и для рассмотрения для них каких-то льготных программ, для того, чтобы дружинников поддержать, чтобы они имели возможность, возможно, бесплатного проезда по Улусу. Есть предложение по выделению квоты рыбной для них и вообще поддержки таких ДНД, которые являются именно нашими такими народными пограничниками. Поголовье овцебыков в регионах Российского Севера можно увеличить до 2 миллионов животных без ущерба для экосистем. Такое мнение высказал научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции РАН Тарас Сипко. По экспертным оценкам, численность овцебыков в регионах России составляет около 14 тысяч животных. Основную угрозу для них представляет незаконная добыча, которой занимаются не только охотники, но и оленеводы, а также работники промышленных и ресурсных компаний. Напомню, с 1996 по 2010 годы в рамках региональных программ на Восточном Таймыре отловлено 289 овцебыков. Они расселены на Полярном Урале, в Магаданской и Калужской областях, а также во многих районах Якутии. Так, например, в Алайховском, Анабарском, Булунском и Нижнеколымском районах выпустили около 190 овцебыков. Арктика очищается. Порядка 80 тонн различного металлолома прибыло в Якутск из Алайховского и Устьянского районов. Сбор, перевозка и переработка металлолома производится в рамках проекта «Чистая Арктика». Подробности в следующем сюжете. 4 грузовика полностью набиты грудой металла. Собранный еще в прошлом году, металлолом привезли в столицу для сдачи в пункт приема. Для его перевозки понадобилось около 6 дней, за которые грузовики преодолели более 2500 километров. Это как просто металлический мусор, бывший частью какой-либо конструкции, так и части техники, от гусениц и корпуса до частей двигателя. Все это сейчас проходит обработку здесь, в Якутске, для дальнейшей его транспортировки. Рабочие приемного пункта в количестве 6 человек используют бензовозы для распиловки металла на части, для последующей погрузки и сортировки. Дополнительно им помогают экскаваторы, ломовозы и краны. Приезжает машина на производственно-заготовительный участок на наш, разгружается средством автокраном, потом перерабатывается лом, перерабатывается резчиками, урезается в определенные габариты, грузится в контейнер и отправляется на завод. Работы по сбору металлолома и уборке мусора велась в Алайховском и Устьянском районах. Участие в сборе принимали не только рабочие компании, но и волонтеры из числа местных жителей. Там с советских времен очень много скопилось металлолома на всех практически территориях. Работа далее будет продолжена. И на месте очищенной территории Янолова построят спортивную площадку для местных жителей Селеса и Лук-Сигнесского населения. Проект «Чистая Арктика» стартовал в 2021 году. За это время было перевезено и обработано более 800 тонн металлолома и убрано порядка 33 гектаров земли. Именно проект «Чистая Арктика» заключается в том, чтобы металлолом, который собран, должен быть доставлен до места, где он будет переработан. Ну и так как здесь остается металлобазу местную, то отсюда уже этот путь будет уже далее уже на завод. После обработки металл рассортируют по контейнерам для дальнейшей транспортировки в Комсомольск-на-Амуре, где его переплавят. Работа будет продолжаться в течение года. В дальнейшем запланированы выезды в Устьянский, Булунский и Верхоянский районы. Тимур Калмогоров, Иван Саракумов, Якутск.
Малоимущие ленчане получают существенную поддержку от Управления социальной защиты населения. Направлений, по которым можно получить помощь, много. Основные – это преодоление трудной жизненной ситуации или развитие личного подсобного хозяйства. У семей должен быть статус малоимущих и участок в собственности. Еще одно направление – это поиск работы. Такую помощь могут получить нетрудоустроенные граждане. Выплата составляет от 350 тысяч рублей и выше. В прошлом году помощью воспользовалась лишь одна девушка. Она прошла стажировку, ее возместили работодателю. На сегодняшний день она успешно трудится. С прошлого года добавилось еще одно направление – это индивидуальная предпринимательская деятельность для инвалидов трудноспособного возраста. Это касается только тех граждан с УВЗ, которые прошли профобучение. В основном мы стараемся охватить семьи с детьми, которые находятся либо в социально опасном положении, либо семьи, которые уже конкретно признаны семьями в трудной жизненной ситуации, которые у нас стоят либо на учете с РЦДМ нашим, либо которых мы сами знаем, которые к нам, ежегодно мы все равно наши получатели уже знаем и стараемся таким первоочередно помогать. Есть у нас также направление, в котором участвуют семьи с инвалидами. Допустим, если это ребенок-инвалид, либо заявитель сам инвалид, там выплаты до 4 ВПМ, до 4 прожиточных минимумов. То есть в течение 4 месяцев они также получают полную сумму и отчитываются ежемесячно. Новые прорывы в медицине. В Якутии теперь используют современный метод удаления грыж. Благодаря ему сложнейшая операция на позвоночнике теперь занимает около часа, а пациенты выписываются в среднем через 4 дня после хирургического вмешательства. Подробности в сюжете Дарьи Короленковой. С новым методом лечения якутские хирурги теперь могут позволить пациентам двигаться без боли. Эндоскопическую операцию начали делать в центральной больнице совсем недавно. В процессе используется эндоскопическая стойка и специализированный инструментарий, позволяющий обеспечить прямой доступ. Эта операция она проводится можно проводить под местной проводниковой анестезией спинальной, и она проводится под эндоскопическим контролем, то есть с одного разреза, тем самым обеспечивая малоинвазивность, так называемую. Лучше, чем обычная операция, так как сокращаются сроки пребывания пациента в стационаре, где-то в 2 раза практически. То есть на 4-е сутки можно его выписывать. Все происходит через прокол с диаметром в несколько миллиметров. В ходе операции в межпозвонковое отверстие вставляют тубус – специальную трубку, через которую удаляют фрагменты межпозвоночного диска. Это малоинвазивно, то есть мы не воздействуем на костную структуру, и тракция нервных структур она в меньшей степени происходит, и может отсутствовать в этом виде. Татьяна Николаевна поступила с диагнозом остеохондроза с выраженным болевым синдромом. У нее была поясничная крестовая грыжа. Ей уже провели операцию, сейчас она уже свободно может передвигаться без каких-либо проблем. Немножко подтягивала сзади поясницу. Так на обезболивающих. Нормально, хорошо. Игорь Спартакович меня успокоил, говорит, все будет хорошо, вырежем мы тебе твою грыжу. Нормальный образ жизни, вернешься к нормальному. Благодарю Игоря Спартаковича, что взялся за мое лечение. Надеюсь, что будет все хорошо. До конца года врачи планируют провести порядка 100 таких операций на бесплатной основе. Благодаря новому оборудованию будет расширяться эндоскопические операции не только на позвоночнике, но и на головном мозге. Дарья Короленкова, Джулстан Иннокентьев, Якутск. В Алданском районе идет массовая ревакцинация взрослого населения против дифтерии. Мероприятия по поддержанию поствакцинального иммунитета проводятся каждые 10 лет. Дифтерия свирепствовала в Южной Якутии в первой половине прошлого века. Побороть инфекцию удалось благодаря иммунизации. Сегодня заболеваемость не носит массового характера, однако угроза ее распространения полностью не ликвидирована. И как 80 лет назад, самой надежной защитой остается вакцинация. Минздрав призывает сделать ревакцинацию всем жителям республики, ранее непривитым и со сроками более 10 лет. Передается она воздушно-капельным путем, поэтому группы риска мы все подлежим как и от кори, так и от дифтерии. Она идет в комплексе противостолбнячной вакциной. Там я всех предупреждаю: травмы, порезы, укусы – это все профилактика против столбняка.
Ну а в сердце Дальнего Востока расположился медицинский центр ДВФУ. Какую роль играет медицинский центр в общем здравоохранении региона, расскажет Лиана Михайлова. Медцентр включает в себя 18 лечебно-диагностических отделений. Для лечения пациентов врачи медкомплекса используют все существующие инновационные методы лечения. Например, роботические операции на роботе да Винчи. Медицинский центр, как говорит главный врач, активно сотрудничает с 11 регионами Дальнего Востока, что ставит его в лидирующее положение в сфере медицинской науки и практики, благодаря постоянному обмену знаниями и опытом с партнерами. В прошлом году мы выполнили 11,5 тысяч операций. То есть, по сути, мы вышли за пределы нашей проектной мощности, когда нас открывали 10 лет назад. И, конечно, учитывая большой лист ожидания пациентов, которые хотят прооперироваться у нас, мы идем на расширение наших технических возможностей. То есть мы закупаем оборудование, мы покупаем второй МРТ, компьютерный томограф, мы расширяем наш операционный блок на 3 операционные, мы строим научный блок, в общем-то, да, совместно со школой медицины и наук о жизни. 85% от всей деятельности комплекса занимает хирургическая активность. Начиная с 2014 года специалисты клиники провели более 70 тысяч хирургических вмешательств. В комплексе расположено 9 операционных палат. Ежедневно, по словам Игоря Нелюбова, проводится 35-40 операций по самым разным направлениям. Операции проводятся у нас в режиме фактически 24 часов, то есть загружено и дневное, и вечернее время. Используется у нас все современное эндоскопическое оборудование ведущих европейских производителей. Роботический комплекс да Винчи используется у нас. Операции мы проводим на самом высоком уровне, на самом лучшем оборудовании, которое имеется в настоящее время у нас в стране. В отделении отоларингологии занимаются профилактикой, диагностикой и лечением органов дыхания и слуха. Врачи этого направления выполняют коррекцию патологий, вызванных нарушениями в работе вестибулярного аппарата. По словам Станислава Ищенко, пациенты должны своевременно предотвращать появившиеся заболевания, чтобы избежать возможных осложнений. В нашем центре представлено достаточно большое количество современного оборудования. Это радиоволновое оборудование, электрохирургическое оборудование, это лазеры, это специальные аппараты для удаления опухолей и полипоза, так называемый шейвер или микродебридер. Все это делается за 1-2 дня. Пациент с лор-патологией, который знает, что она присутствует, должен ежегодно, постоянно наблюдаться у лор-врача. Передовые технологии, широкий спектр специализаций врачей – вот что требуется пациентам. Лиана Михайлова, Владивосток. В Якутске пройдет встреча «Дорогу осилит идущий» с известными представителями людей с ограниченными возможностями здоровья. Открытая встреча пройдет 14 апреля в здании детской школы искусств. Спикерами станут представители общественных организаций, бизнесмены и призеры Паралимпийских игр. Принять участие в открытом общении может любой желающий. Ведущие спикеры поделятся своим уникальным опытом личностного становления как специалиста, а также помогут в реализации задуманного. У людей, которые оказались в той или иной сложной ситуации, появляется много вопросов. На ряд некоторых вопросов мы могли со спикерами ответить и направить их на такой правильный путь. Вообще данная встреча, конечно же, послужит не только для людей с ограниченными возможностями по здоровью. В принципе, мы работаем со всеми и информационно, и психологически уже можем настроить человека на тот или иной положительный лад в своей жизни, чтобы они могли скооперироваться внутренне и с этой органикой сделать что-то полезное. Сегодня в Нерюнгри стартовал межрегиональный патриотический слет. В мероприятии участвуют представители юноармейских отрядов Южной Якутии и Амурской области. О предстоящей программе слета узнавали наши коллеги. Это первый межрегиональный слет юноармии в Нерюнгринском районе. В нем принимает участие 6 команд. Одна из Амурской области, 5 из Якутии. Алданский, Тампонский, Нерюнгринский районы. «Патриоты Отечества» – такое название было выбрано для масштабного мероприятия. Показать себя, то есть показать, что есть юноармия, что дети ходят, занимаются. Вообще основная цель – это дружба между городами, потому что мы начинали с города Алдана, с одним отрядом. Сейчас у нас весь Алдан, Тамот, Якутск, Хабаровск. То есть мы за 6 лет очень много нашли друзей, с которыми ездим в гости. Я думаю, это стоит того, чтобы делать такие мероприятия.
Слет начался торжественным митингом у мемориала славы в городском парке. Впереди у юноармейцев насыщенная 4-дневная программа, включающая в себя соревнования и мастер-классы, квесты, тренинги, экскурсии. Я в юнармии уже больше 3 лет, и слет этот уже 2-й мой. Первый был интересный, но мы только учились, а этот, я думаю, будет грандиозней. Больше опыта набраться у других учеников, потому что везде по-разному учат, и интересно, как где кого учат. Больше ввели сюда различных интересных мероприятий, познакомиться с другими ребятами, приобрести друзей из других регионов, районов нашей страны, а также получить необъятный опыт, потому что к нам придут бойцы специальной военной операции, расскажут, как сейчас проходят боевые действия, расскажут про тактическую военную медицину, но я считаю, это отличный опыт. Среди участников слета нет случайных людей. Это неравнодушные к своей стране и ее истории и культуре патриоты, готовые приносить пользу Родине. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. В Якутии готовятся к туристическому сезону 2024 года. Новая 3-звездочная гостиница на 24 номера откроется в Хангаласском районе. Объект построят на средства федерального гранта. Инвестпроект по строительству гостиницы вошел в число резидентов территории развития местного производства Хангаласского района «Долина Эркени». Территория была создана по поручению главы Якутии и включает в себя 5 муниципальных образований – Покровск, Жерский, Немигюнский, Актемский и Техтюрский наследий. Новая мера поддержки разработана, чтобы малый и средний бизнес в районах развивался в рамках особого правового режима, чувствовал себя защищенно и обеспечивал занятость населения. В ближайшее время здесь ожидается создание не менее 100 рабочих мест. В Якутске открылась персональная выставка «Магия пространства и формы» под авторством известного ювелира и скульптора Александра Манжурьева. На ней представлено около 30 различных изделий и украшений, некоторые из которых послужили основой для создания атрибутов и костюмов к спектаклю «Глухой Вилюй». Художник владеет техникой литья, чеканки, инкрустации, применяя в работе разные материалы – от бронзы и серебра до бивня мамонта и драгоценных камней. Автор удачно сочетает в своем творчестве традицию эксперимент, фантазии, реальность, чувственность и прагматизм. Выставка будет открыта для всех посетителей с 12 апреля по 19 мая в зале Национального художественного музея. Александр – активный экспонент выставок самого различного уровня, начиная с региональных, всероссийских, заканчивая международными. И сегодня у наших посетителей уникальная возможность увидеть пример успешной коллаборации художника с Саха-академическим драматическим театром имени Платона Аюнского. И вот здесь как раз можно увидеть те произведения, которые вдохновили авторов спектакля на создание замечательных театральной постановки. По приглашению футбольной школы «Спартак Юниор» в Якутск приехали специалисты из Центральной академии клуба, спортивный психолог Маргарита Дроздова и тренер-методист Алексей Лунин. В течение 2 дней гости проводили занятия и мастер-классы для спортсменов и тренерского состава школы. На одной из тренировок побывал и мой коллега Александр Хавренко. Многих любителей футбола интересует вопрос, когда же в Якутии появится свой профессиональный клуб. Но профессиональные футболисты не появляются по щелчку пальцев. Для того, чтобы вырастить профессиональную команду, начинать надо с самого раннего детства. Именно этим занимаются специалисты Академии «Спартака». Алексей Лунин имеет за плечами большой стаж тренерской работы. С 2017 по 2022 год он был наставником молодежного состава «Спартака». А сейчас работает тренером-методистом в Академии красно-белых. В Якутск Алексей Леонидович приехал, чтобы поделиться своими знаниями и умениями с юными футболистами. Все должно быть поэтапно. Мы говорим с этапа начального обучения, на переход на специализацию углубленную и так далее. И уже там этап совершенствования спортивного мастерства. Все этапы нужно пройти обязательно. Очень редкий случай, когда кто-то приходит поздно в футбол и заигрывает на высоком уровне. Поэтому везде базовые основы должны быть заложены. Согласно так называемых сенситивных периодов. Периоды, когда что-то необходимо развивать наиболее, скажем, целенаправленно. Кирилл Бутаков уже ветеран футбольной школы «Спартак Юниор», в которой он занимается с первого дня ее основания, без малого 5 лет. И для него приезд именитого тренера – это важное событие в спортивной карьере. Это опыт, первым. Во-вторых, это тоже развитие. Получаем новые знания, технику улучшаем, передачи, новые комбинации и так далее.
Во время выездных мастер-классов важно работать не только со спортсменами, но и с тренерским составом, чтобы те в дальнейшем могли работать с футболистами по его рекомендациям и методикам. Думаю, я надеюсь, что у ребят внутри очень много эмоций, но все равно же они должны оставаться хладнокровными в тренировочном процессе, так как если они над ними будут преодолевать эмоции во время таких событий, то тренировочный процесс у нас немножко пойдет не по плану. Поэтому ребята полноценно сконцентрированы на сегодняшней тренировке, полностью хотят перенять опыт от многоуважаемых наших тренеров Академии. Поэтому, думаю, надеюсь, у нас все сегодня получится отлично. Руководство школы планирует и в дальнейшем привозить для своих учеников лучших наставников, чтобы через несколько лет якутские футболисты пополнили молодежную сборную клуба, а затем и основу «Спартака». Александр Хавренко, Владимир Павлов, Якутск. К этому часу у меня вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. До встречи в дальнейших эфирах.